В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Пшара. Здравствуйте. Завтра, 1 сентября, во всех школьных и дошкольных учебных заведениях Абхазии начинается новый учебный год. Насколько наши школы готовы к нему, а также другие актуальные вопросы образования, обсудил сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с министром образования и науки Адгуром Какоба. Учебные заведения Абхазии готовы к новому учебному году, сообщил президенту министр образования и науки Адгур Какоба. 156 школ республики распахнут свои двери для более чем 2600 первоклассников. Конечно, не все школы готовы в одинаковой степени. По словам Адгура Какоба, есть еще около 50 школ, где нужно проводить ремонт. Есть школы, нуждающиеся и в капитальном ремонте. По мере возможности, благодаря поддержке руководства страны, этот вопрос решается поэтапно. Так, в этом году администрации Гагарского района были выделены средства на завершение ремонта Бзыбской средней школы имени Георгия Алшундба. Частичный ремонт учебного заведения был начат в 2016 году, после того, как в школе побывал президент Рауль Хаджимба. Тогда смогли отремонтировать коридоры и несколько классов. На эти цели было выделено порядка 3 миллионов рублей. Сейчас здесь отремонтированы все классные комнаты, установлены новые стеклопакеты, окрашены стены и потолки, кое-где заменены полы. В общем, школа в обновленном виде готова к началу нового учебного года. Кроме того, как отметил Адгур Какоба, при поддержке президента Министерство образования закупило парты и необходимый школьный инвентарь, который затем распределили по всем районам Абхазии. Основная проблема, которая требует постоянного внимания – наличие необходимого количества учебной литературы. В этом году в абхазские школы республики поступило 15 наименований новых учебников. Кроме того, готов к изданию учебник по истории Абхазии на абхазском языке. И, возможно, в ближайшее время учащиеся абхазских школ смогут изучать историю на родном языке. Что касается российских учебников, то, как сообщил Адгур Какоба, сейчас с издательствами идут переговоры о возможности переиздания этих книг в Абхазии. Учебники, рекомендованные Министерством образования и науки Абхазии, они все готовы, и даже уже мы раздали по школам, по районам. Вот с российскими учебниками чуть дела обстоят иначе. Они доходят до Абхазии коммерческим путем. Какие-то учебники бывают очень дорогие, но как-то пока придется покупать это все родителям. Но мы планируем, мы уже договаривались с издательствами «Дрофа» и «Просвещение», обещали нам дать право, авторское право, чтобы эти учебники для нашей республики мы могли переиздавать. И тогда, по нашим подсчетам, почти в 2 раза дешевле уже можно будет их приобретать. В этом году во всех школах Абхазии введена школьная форма. Рауль Хаджимба обратил внимание Адгура Какоба на необходимость поддержки малообеспеченных и многодетных семей в вопросе приобретения формы. Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на положение дел, связанное с введением в школах единой формы. Да, школьная форма организует, дисциплинирует, это красиво, но хотелось бы, чтобы и родители, которые к нам обращаются после вашего решения и свидетельствующие о том, что не все могут приобретать эту школьную форму, я просил бы вас учесть вот эту группу людей, и по возможности нам нужно создавать условия для того, чтобы люди не остались бы за бортом принятых вами решений. Адгур Какоба отметил, что уже в этом году дети из многодетных семей бесплатно получат новую школьную форму. На эти цели государство выделило 1 миллион рублей. Списки тех, кто получит в подарок школьную форму, формировались в районах. Там же на месте из поступивших заявлений выбирали самые нуждающиеся семьи. Общее количество приобретенных форм – 480 комплектов. Как подчеркнул Адгур Какоба, такую акцию министерство планирует организовать и в следующем году. Необходимые на это средства будут заложены в бюджет
бюджете страны. Адгур Какоба рассказал президенту о работе, проводимой ведомством в области повышения квалификации учителей. С 2016 года Министерство образования и науки предоставляет педагогам возможность повысить квалификацию, не выезжая за пределы республики. В этом году семинары и практикумы были проведены для преподавателей обществознания, биологии и химии. По окончании семинаров педагоги получат не только сертификаты, но и смогут повысить свои категории. Рауль Хаджимба и Адгур Какоба также обсудили необходимость введения в Абхазии единой формы обучения по одинаковым учебникам. Как сообщил в ходе встречи Адгур Какоба, завершена работа над законом об образовании, и в ближайшее время законопроект будет представлен президенту. Сегодня состоялось заседание Кабинета министров Абхазии. На повестке дня кадровые вопросы, земельные и жилищные. Из 25 вопросов были рассмотрены все. Из 3 дополнительных вопросов 1 отправлен на доработку. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. В начале заседания премьер-министр Геннадий Гагуля поблагодарил всех глав городов и районов за хорошо организованный праздник сельскохозяйственной ярмарки на площади имени Сергея Багапша в Сухуми в День международного признания независимости Абхазии. Глава правительства выразил уверенность, что и все предстоящие праздники будут организованы достойно. Все районы были представлены на хорошем должном уровне. И я думаю, что мы, как это правильно сказать, показали лицо. И все гости, которые были, все отметили хороший такой высокий уровень готовности принимать, встречать гостей. Члены правительства начали заседание с решения некоторых кадровых вопросов. Заместителями начальника государственного управления по землепользованию и кадастру назначены Геннадий Джопу и Зура Поторба. Заместителем начальника государственной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору назначен Роман Джопу. Правительство единогласно одобрило план мероприятий по развитию торгового, экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Крым на 2018-2021 годы. Утвержденный новый состав абхазской части совместной комиссии по данному вопросу. Также единогласно был принят ряд положений министерств и ведомств. Министр экономики Адгур Ардземба представил проект постановления о внесении изменений в перечень сырья и материалов, ввозимых производителем и предназначенных для промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в нашей стране и ввоз которых на таможенную территорию Абхазии не подлежит налогообложению. Так, членами правительства одобрено предложение освободить от налогообложения ввозимые ткани, предназначенные для продажи и производства. Также единогласно приняты изменения в некоторые акты Кабинета министров по вопросам, связанным с таможенными пошлинами на табак и его промышленные заменители. Эти поправки не касаются готовых табачных изделий. Производство табачных изделий, а именно сигарет, в Абхазии одно предприятие сейчас уже действует, есть перспективы по созданию еще нескольких предприятий, то есть это направление стало развиваться. В связи с тем, нами было инициировано внесение изменений в постановление 127 Кабинета министров об утверждении таможенного тарифа Республики Абхазия, это ввозные таможенные пошлины, то бишь аннулировать таможенные пошлины на ввоз табачного сырья. Эта мера касается исключительно табачного сырья, нет сигарет, естественно, и всего остального. Бюджет Республики Абхазия от этого ничего не потеряет, потому что табачное сырье до этого никто не привозил. Более того, значит, это мера временная, потому что на данном этапе культура табаководства в Абхазии, она, к сожалению, отсутствует. Но, общаясь с предпринимателями, мы пришли к пониманию того, что они собираются инвестировать и в это направление. Как только у нас в Абхазии появится возможность обеспечить производство необходимым сырьем, мы эту меру будем предлагать изменить и ввести пошлину. Члены правительства заслушали и одобрили проект государственной целевой программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия. Программа подразумевает финансово-организационное содействие в обеспечении жилищными правами отдельных категорий нуждающихся граждан.
После принятия постановления проект государственной программы направлен на утверждение президенту республики. Настоящая программа призвана содействовать решению задачи по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и оказанию им организационно-правового содействия и финансовой помощи из средств республиканского бюджета. Претендентом на участие в данной программе может быть гражданин Республики Абхазия, обратившийся в установленном программой порядке с заявлением об оказании финансовой помощи. Что касается второго представленного проекта министра труда, занятости и социального обеспечения Руслана Ашба о государственной программе «Жилище-2021», реализация основного этапа которого была намечена на 2019, 2020 и 2021 годы по оказанию оперативной адресной помощи нуждающимся в жилье, то этот вопрос вызвал активное обсуждение. Члены правительства предложили доработать программу, чтобы уточнить, какие именно категории граждан могут попасть в эту программу. В итоге проект программы «Жилище-2021» единогласно было решено отправить на доработку. Рената Шакая, Сейду Гухава, Абхазское телевидение. Паспорт гражданина Абхазии нового образца необходимо получить в течение текущего года. О том, как проходит процесс обмена общегражданских паспортов и с какими трудностями сталкиваются в работе паспортные службы, рассказал на брифинге начальник паспортного управления МВД Абхазии Эдуард Манаргия. Об этом наш следующий сюжет. Срок действия абхазского общегражданского паспорта старого образца истекает в конце 2018 года, а это значит, что осталось всего лишь 4 месяца для его обмена. На сегодняшний день в паспортном управлении Министерства внутренних дел республики принято 95 тысяч заявлений от граждан на обмен внутренних общегражданских паспортов. 88 тысяч человек уже получили главный документ гражданина Абхазии. Процесс обмена общегражданских паспортов нового образца проходит без каких-либо трудностей. Все паспортные отделы республики работают в усиленном режиме. Техническое оснащение, как вы знаете, у нас налажено, насколько возможно и отлажено, и оно работает. Но, естественно, есть факторы такие, которые не зависят только от состояния оборудования. Естественно, это у нас все производится по связи интернетной, то есть бывают сбои, вот когда отсутствие связи, вот тогда у нас происходят сбои. А так, если непосредственно на местах у нас возникают какие-либо проблемы с данным оборудованием, у нас есть информационно-технический отдел, который оперативно на это реагирует. Нередки случаи, когда от граждан поступают жалобы о задержках при выдаче бланков абхазских паспортов. Для решения данной проблемы была создана специальная комиссия, которая будет проверять работу паспортных отделов республики. Они должны также проехаться по всем подразделениям паспортного управления и провести проверки. Вот. Да, они говорят, что есть жалобы. Жалобы возникали много из-за того, что некоторые дела мы задерживали в том плане, что ждали поправку в закон о гражданстве. То есть она у нас уже есть, эта поправка, и многие те люди, которые были в режиме ожидания, то есть мы им не хотели давать уведомления, так как знали, что вот-вот будет такая поправка в закон. Вот. Многие относились к этому с пониманием, но многие думали, что мы затягиваем это, как говорится, сами. Но такого нет. То есть в наших интересах максимально разгрузить, насколько это возможно, все те дела, которые находятся в режиме ожидания. Вступившие в силу поправки к закону о гражданстве Республики Абхазия намного упростили процесс выдачи паспортов гражданина республики категории людей, которые в период с 1994 по 1999 годы по уважительным причинам не находились на территории Абхазии. Поправка говорится о лицах, которые, будучи еще детьми, родители их вывезли за пределы Республики Абхазия, то есть по независящим им обстоятельствам. А также лица, которые находились в те годы за пределами Республики Абхазия на обучении в высших заведениях, вузах. И по истечению года вернулись в Республику Абхазия. А также граждане, которые являются ветеранами нашей Отечественной войны, тоже попадавшие под те годы, они тоже проходят. Поэтому очень много снято напряжения в этом плане.
Что касается вида на жительство не для жителей Галского района, то никаких нововведений нет. Готовится около 80 бланков для выдачи разрешения на временное проживание. Инспекторы занимаются обработкой данных граждан в течение всего рабочего дня с 9 утра до 6 вечера. А с целью бесперебойного приема обработки и выдачи документов паспортные отделы республики работают и в субботу. В среднем еженедельно 1200-1400 бланков паспортов готовы к выдаче. Но оказалось, есть граждане, которые до сих пор не забрали готовые паспорта. И таких уже 7 тысяч человек. Новый образец абхазского паспорта гражданам обменивается в течение 3-5 дней, если у них есть наличие необходимых документов, и они не нуждаются в спецпроверках. Выдают главный документ гражданина Республики Абхазия с 4 до 6 вечера. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Расширенное собрание с участием министра обороны Абхазии Мираба Кишмария, его заместителей, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей и их заместителей, военных комиссаров городов и районов, руководства военного госпиталя и военной комендатуры прошло в Министерстве обороны республики. Руководителю оборонного ведомства доложили об итогах работы за август. Мираб Кишмария дал необходимые распоряжения по проведению Парада Победы 30 сентября. Основная задача наша — подготовка к параду. 20 числа мы соберем командиров подразделений и еще раз поставим задачу по всем направлениям для проведения парада. 28 числа после генеральной репетиции то же самое торжественное все мероприятие будет проходить. Я попрошу командиров частей подразделений представить для награждения и поощрения личного состава. Особенно личный состав имеется в виду солдат срочной службы. Тем временем на площади Свободы начались репетиции военного парада, который состоится в Сухуме в день 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября. В параде примут участие не только подразделения Министерства обороны Абхазии, но также и военнослужащие российской 7-й военной базы. Кроме того, в День Победы стройным шагом по площади Свободы пройдет группа военнослужащих из Южной Осетии. Репетиции военного парада в Министерстве обороны проводятся уже более 2 месяцев ежедневно. В течение всего сентября на площади Свободы репетиция парада будет проходить каждую пятницу. В соответствии с решением главнокомандующего президента республики, решением министра обороны, подготовкой личного состава пеших колонн парадного расчета мы начали заблаговременно, за 2 месяца до проведения непосредственно парада 30 сентября. Не только части и подразделения Министерства обороны, все подразделения, которые входят в состав вооруженных сил Республики Абхазия, плюс к этому будут 3 коробки 7-й российской военной базы, 1 коробка будет пограничного управления ФСБ России. Далее впервые на параде будут принимать участие 1 коробка военнослужащих Республики Южная Осетия, которые также прибудут сюда 20 числа и будут участвовать на генеральной репетиции 28 числа. Будут казаки. Впервые парад будет проводиться на абхазском языке от начала до конца. 25-летию со дня победы в Отечественной войне народа Абхазии, 10-летию признания независимости нашей страны Российской Федерации посвящена книга писателя и публициста Владимира Зонтария, которая вышла в свет в преддверии празднования юбилейных дат. «Путин и Абхазия» – так называется документально-публицистический очерк, в составлении и издании которого большую помощь оказали доктор исторических наук Аслан Авицба, кандидат политических наук Иракли Хиндба и руководитель Абхазского государственного издательства Даур Начкеби. В книге прослеживается история поэтапного формирования российско-абхазских государственно-правовых взаимоотношений. В документально-публицистическом очерке Владимир Зонтария уделяет значительное внимание раскрытию роли выдающегося российского лидера Владимира Путина, внесшего весомый вклад в становление и развитие абхазского государства. Тираж издания составляет 1000 экземпляров. Книга будет интересна всем, кто занимается изучением истории российско-абхазских взаимоотношений. Оглядываясь в прошлое, после всего, что пережито нашим народом, выстрадано, конечно же, мы не можем не упоминать наших лидеров, которые вложили огромный вклад в достижение цели, в свободу и независимость. Но я подумал, что
наверное, есть резон, есть смысл в том, чтобы изучить и рассказать нашим читателям, нашим людям о том, какой вклад внесли новые плеяды руководителей России. Я постарался привести массу фактов и аргументов, чтобы показать, какую роль сыграл Путин в судьбе Абхазии. Я очень рад, что наш президент Рауль Джумгович Хаджимба на последней встрече в Москве вручил эту книгу самому Путину, которому посвящена эта книга. Конечно, здесь сказано и о роли Медведева. Здесь сказано о встречах Путина со всеми нашими президентами, вне зависимости от того, когда они возглавляли нашу страну. И письма первого президента по вопросам возможных ассоциированных отношений, тогда это был такой этап. И второго, и третьего президента, и действующего президента, то есть все документы, все переговоры, вся стенограмма, все, что было в Москве, в Сочи, где бы это ни было, все встречи Путина с нашими руководителями, они нашли здесь отражение. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о внесении изменений в структуру Кабинета министров Республики Абхазия. Согласно указу, в частности, реорганизована служба государственного надзора за деятельностью в области связи путем присоединения к Государственному управлению связи и массовых коммуникаций. Реорганизовано Государственное управление по строительству и архитектуре путем его преобразования в Государственный комитет по строительству и архитектуре. На базе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения создается Государственная служба потребительского надзора. Полномочия Министерства здравоохранения Республики в области санитарно-эпидемиологического надзора и полномочия Государственного комитета по стандартам потребительскому и техническому надзору в области защиты прав потребителей передаются Государственной службе потребительского надзора. Государственный комитет по стандартам потребительскому и техническому надзору переименован в Государственный комитет по стандартам энергетическому и техническому надзору. Созданное недавно в Абхазии общенациональное движение по защите государственности сегодня распространило заявление. Члены движения призывают к консолидации всех, кому не безразлична судьба страны, вне зависимости от политических убеждений, на принципах готовности к компромиссам. Члены движения заявляют о полной поддержке предложения о необходимости сесть за стол переговоров со всеми политическими силами страны. Несмотря на различные оценки ситуации в стране, мы готовы встречаться и с представителями провластных организаций и вести с ними аргументированный предметный диалог, отмечается в частности в заявлении. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в субботу ночью и утром в Абхазии будет облачно, ливневый дождь с грозой, местами возможен град, на море шторм. Днем погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 27-32 градуса. Температура морской воды плюс 27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.